Добрый вечер. Вы смотрите программу «Вечерняя игра» на телеканале ТНВ. Лия Сергеева. Петр Нижинский. Ну и, конечно, будем сегодня вечерить и, безусловно, во что-то играть с нашим гостем, о котором мы поговорим чуть позже. Пока я задам вопрос, во что же мы будем играть. Лия, потому что всегда такая придумщица. Словодел мы сегодня будем играть. Это что такое? Это делаешь слова, как понятно из названия. Мы в детстве играли в подобные игры. Нужно было из одного слова, такого длинного. Ты помнишь, была игра такая «Звездный час», по-моему, называлась. Там было задание, там давалось большое слово, из него нужно было сделать как можно больше маленьких слов. Это примерно то же самое, но такая усовершенствованная современная версия. Ну, то есть, если что, как бы ты подскажешь, да? Да, Я думаю, и покажу, я думаю, мы справимся. Хорошо, тогда перейдем ко второму вопросу. С кем мы сегодня будем играть? Играть мы сегодня будем с Эльмирой Каримуллиной. Да ты что? Да. Давай ее встретим уже. Давай. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада тебя видеть. Привет. Наконец-то Добрый до нас вечер. добралась. С Новым годом. Да, спасибо. Взаимно, можно сказать. И сразу Я у нас пока такой распакую. вопрос в лоб. Играла в детстве в такую вот штуку? Да, очень любила играть в слова. Еще, я помню, была такая игра «Балда» называлась. Балда. Вот, да. да, Вот балда, что-то кстати. балду-то я запамятовала. А вот нас... Там составляли слово. Там давалось уже одно слово. Ага. И точно так же нужно было Присоединять буквы. только одну букву и составлять слова. Чем больше слов ты составишь с соперником, тем лучше. А я даже знаю, какое слово мы составим первым. Сейчас я найду для него подходящие все. Ты хочешь написать имя? Да, это ты правильно мыслишь. Я хочу написать имя. Я просто видел букву М. Ой, Так. что-то я никогда из своего имени еще не А составляла. вот и надо начать. Сейчас. Что-то у нас тут столько букв всяких разных. Я предлагаю, пока у нас, кстати, есть одно очень раритетное, интересное видео. Давай, я пока предлагаю его поищу. посмотреть. Угу. А Хочешь? ну-ка. Это будет Видеосюрприз. Да. У меня сердце уже. Внимание на экран, как говорится. Сектор приз на барабане. Очень приятно, что вы отложили все свои дела и пришли на наш творческий вечер. Надеемся, что этот концерт запомнится вам надолго. Оглянулся, кто не вправе, вспомни словно сквозь сон, что нашел и что оставил, что запомнил он. Время мчится, будто всадник на горячем коне. Но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, гадание цыганки, медовый пряник, да воздушный шарик. Мчится всадник прямо в осень и замедлит свой бег. Кто-то скажет, кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль. Наши телезрители не видели, но Реакция была реакция была потрясающая. потрясающая. Она сделала, когда себя увидела, в первую секунду, она сделала вот так. О, боже, сказала Эльмира. Как? Мы старались. Вы работаете вместе с КГБ? Да, с А FCB. почему же такая реакция это была? Ну, во-первых, меня удивил ваш выбор, почему именно эта песня, потому что я знаю, что есть еще записи с этого нашего небольшого гала-концерта. Это был концерт нашего педагога по вокалу. Это какой год вообще? Ой, это, наверное, 2000... Четвертый, наверное, год. Нет, не Где-то. 2004, 2003. 2003 даже. Да, потому что в 2005 я закончила школу.
Теперь вы знаете, сколько мне лет. У нас с математикой плохо, слава богу. И у меня Так тоже. что не знаем. Мне всегда 18. Но там мне было 15. И мы собрались с учениками, мы репетировали долго. И вот наш великий оператор, я даже не помню, кто это был. Это отчетный концерт Это какой-то? отчетный концерт нашего педагога. Ну, даже нашей, так скажем, вокальной группы. Мгм. Вот, так что там еще много интересного. Так. Ну, хороший выбор, особенно вот эти косички. Мы заметили, как бантик. понравились кроссовки. Вот, О, Елена говорит, кроссовки, какие а брюки, кроссовки ты шикарные. заметил, какие брюки, да? Отличные брюки. Это просто тренд того сезона. Ну ничего. А может быть, если уж мы зашли во времена давней юности, и не такой уж и давней, кстати, как мы можем сказать, а может быть, помнишь, какую песню ты вот первый спел? Вот первые воспоминания ты поешь. Что это за песня была? Да, конечно, я помню. Я помню, как я учила эту песню. Это была песня народная, русская, «Вакузницы». Сложный выбор-то. Почему Вакузницы. сложный? Ну, мне кажется, это... Ну, все начинали, наверное, с каких-то народных песен в те времена, потому что если сейчас говорить о нынешней молодежи, которой Все поют R&B, что ли? все поют R&B, ну, во-первых, и доступ к мировой музыке, он намного Ну, проще. Это да. Спасибо А, интернету. Тогда у меня родная тетя, моя Ляпа, она как раз преподавала в этой музыкальной школе «Мечта», и у них был гала-концерт, это был выпускной, и она решила меня как маленький подарок для выпускников. Я помню, что мы с ней учили, я даже помню вот эти движения. Вакузницы. Что мне нужно, лопушок у меня был, помню, кузнецы у меня были. И я помню, мы пошли, мама меня вела как раз в школу на выступление. У меня было вязаное красное платье, были белые колготочки, которые здесь вот собирались. И были красные сандалики, а мне хотелось белые. Мама говорит, ну не положено белые. Если красное платье, белые сандалики, то значит должно быть красные сандалики. Ой, ну короче, вы поняли. И вот я жутко переживала, когда вышла на сцену. Честно, я не помню до конца, как это все происходило. Помню, что в конце мне подарили столько тюльпанов. Мне это так понравилось. Наташа Королева не выходила? Желтые тюльпаны. О. Наташа Королева завидовала в этот момент, наверное. И я поняла, что я на своем месте. То есть вот в этот момент с этими тюльпанами ты поняла, что это твое? Во-первых, мне это жутко понравилось. Я не помню какого-то своего волнения, потому что на тот момент ты не осознаешь, наверное, всю серьезность действия. Но я была так воодушевлена, мне это так понравилось, потому что вот эти улыбки девочки мне просто носили, видимо, те тюльпаны, которые они хотели подарить своим педагогам, они маленькому ребенку подарили, я думаю, вот это счастье. И Отлично. вот до сих пор. Девчонки, давайте потихонечку собирать слова. Давайте, Я вас давайте. предупреждаю сразу, собирайте приличные. Мы постараемся. Ой, Так. все усложнилось. Я вот немножко не понял, на самом деле, Я суть. объясню. Нам нужно сейчас составлять слова, в которых есть вот эти буквы. Не обязательно в начале, в конце, в середине. Я вот здесь уже составил слово ГМО. Отлично. Вот посмотри. Это очень актуально в Твоё наше ГМО время. мы можем сделать вот так. То есть неважно, сколько... Неважно. Это мы вот сейчас будем вот так вот оно расползаться что. по этой вот карте. Хорошо, а кто побеждает? В чем суть-то? А вот тут у нас есть, видишь, на каждой буковке есть номера. циферки. Ой, О, я тут И мы будем летаю. считать очки. Вот О. твое ГМО потянуло на 3, 2... Так, с математикой туха на 6. 6 На очков, 6, то есть у меня, да? Так, Так теперь что- я буду думать, да? Давай. То есть это в порядке очереди идет Ну, да, составление. вот так пойдем. Ой, а может быть, я дам ход тебе, потому что я сейчас буду еще Так, думать. давай. Я сейчас тоже буду думать. Вы пока, может... Мы можем поболтать Да, еще. я пока... Я знаю, Эльмир, что ты ходил во множество различных кружков. Было дело. Какие среди них были? Ну, изначально меня отдали, я ходила и на танцы, я ходила в музыкалку, и даже я успела побывать на художественной гимнастике. Но когда выбор пал на что-то одно, потому что нужно было заниматься целенаправленно, чем-то одним, потому что у меня мама с папой, они разрывались, они не могли меня водить и А туда, и нравилось туда. все, я так понимаю. Вообще я хотела танцевать, я так расстроилась, когда То меня... есть ты еще могла и танцовщицей стать? А то, мне кажется, да.
Ух Я ты! люблю танцевать. Ух ты! Так, я в смысле сбилась. Выбор все-таки пал в итоге на вокал. Ну, я понимаю, что здесь тюльпаны, наверное, сыграли свою роль. Да как мы даже вот не чуть на раньше вокал стали сначала, говорить. просто музыкальная школа, которая была нацелена именно на хоровое пение, но для меня был приоритет фортепиано. Я вообще хотела поступать в училище как пианистка, поэтому каждый раз со мной тогда еще на тот момент занималась тетя, и она для меня была на уроке Алия Рифовна. Это было четко, 45 минут. Я не имела права капризничать, потому что она была со мной очень строгой. А вот как только 45 минут заканчивалось, она меня обнимала и говорила: «Ибала, молодец». Вот так. То есть сурово в интересно. процессе. Ну, субординация была четкая. Не было такого, что я могла себе позволить, что мне могли позволить поблажку. Такого А не не было. было детских обид, что вот меня тут обижают, а хочется, чтобы всегда тюльпаны только дарили? Да, я думаю, что да мне и бросить хотелось музыкальную школу, как и То есть всем мы могли детям. лишиться тебя, певицы? Ну, я думаю, И что... открыть танцора. Может быть. Ну, жизнь непредсказуемая штука, но большую роль сыграли родители, поэтому, да и вообще мои близкие люди, поэтому они меня всегда вовремя успели направить. Смотри-ка, что он делает, да? Ты что-то уже... Я решил схитрить и из твоего Вечеринка. слова составить на более количество Ах баллов. ты ж хитрюга-то, а? да, да. Ага. А можно, интересно, так делать? Я думаю, да. А я думала, что можно как в балде только одну букву присоединять, нет? Эх, ты ж, Ну ладно, у нас тут- ты ж. Вы не отвлекайтесь, я еще слова пока вспоминаю. Ты решил нас победить, да? А вот, Ильмир, хватало времени со всеми этими занятиями, субординацией, с трудом, ведь пение это все-таки труд, вообще на школу. Ты помнишь свои школьные годы чудесные? Или поблажки делали там уже, понимая, что... Или нигде не делали? Я помню единственную поблажку, которую мне сделали в школе. На у меня уроке пения поставили 5 за четверть. Вот это Ну, у поблажка. нас был урок музыки, поэтому нам, мне кажется, всем ставили пятерки, потому что мы пели одну и ту же песню на протяжении 3 лет, наверное. Это что за точно. песня была, мне вот интересно. Мне кажется, она запоминается на всю жизнь, если ее поют на Мы протяжении пели 3 лет. военную песню «В лесу при фронтовом». Ага. Вот. Эх, дороги наверняка. было «Эх, в дороги» мы репертуаре. пели уже, когда я училась в юридическом лицее. Ну так вот, по поводу поблажки. Я училась в обычном классе, и в 8 классе мне нужно было заканчивать музыкальную школу. Меня перевели во 2-ю смену. И в музыкальной школе сказали, что для тебя одной мы, конечно, преподавать не будем, потому что это уже индивидуальная работа, это совсем другая оплата, пардон. И на тот момент у меня не было у семьи возможности как-то это вытянуть, потянуть, но когда мы написали заявление в школе, что мы переходим в другую школу, все сказали: Не отпустим. не отпустим. Ну, конечно, все там песенные марафоны, там участие в каких-то конкурсах именно городских. Ну, мне, так скажем, посчастливилось поучаствовать. И у нас в школе был еще юридический лицей, он учился только в 1-ю смену. Это ребята, которые носили форму милицейскую, теперь уже полицейскую. Помимо общеобразовательных предметов там были усиленная физкультура, боевые приемы борьбы, криминалистика, огневая подготовка, психология, юриспруденция, там правовые всякие эти предметы. И меня перевели. И это был единственный, наверное, момент, когда школа дала мне поблажку такую. Я никогда не ходила, не просила, чтобы мне поставили какую-либо оценку. Ну, как-то все было по-честному, что ли. И тройки у меня были. Но мне самое главное, мама говорила: мне не важно, что у тебя в четверти, на протяжении четверти. Самое главное, чтобы годовая была либо 5, либо 4. Все. Отлично. Я предлагаю нам ненадолго прерваться. У нас сейчас будет реклама, Да. пока как А раз я пока Эльмира слово. будет подбирать словечко какое-нибудь интересное. Да. Мы ненадолго прервемся, после чего опять же вернемся и уже поговорим более подробно о фортуне, о трудовой деятельности. О трояках уже не будем, ладно. Продолжается вечерняя игра. Как вы можете наблюдать
Тут такое оживление происходит. Мы ищем буковки. Да, выкладывается огромное слово. Похоже, я уже не буду в лидерах. Ну ладно. Еще раз схитришь и снова вырвешься вперед. Да, почему бы Да, нет. да, Напомню, что сегодня у нас в гостях Эльмира Климуллина. Мы говорим о творчестве, о жизни, о музыке и все, что с этим связано. И пока мы говорим еще про детство Эльмиры, и вот у нас такой вопрос. Становление, скажем так. Да, становление таланта. Вот бывают дети такие везунчики-отличники, которые ничего не учат, целый день где-то пропадает, пятерки так получают. Под счастливой Бывают- звездой родились. Да, бывают дети трудяги, которые день и ночь корпит, трудятся и получают те же пятерки. Ты сама была вот такой трудягой или все-таки или все-таки, да. Не знаю, мне кажется, я вообще лентяйка какая-то. Нет, ну, на самом деле, я не могу сказать, что мне все легко доставалось. Я любила литературу, русский язык, но сочинение всегда писал мой брат. Простите, пожалуйста, Никия Захаров, наверное, она меня сейчас слышит. По татарскому тоже он мне все помогал. Да и вообще я все уроки делала со старшим братом. То есть Он брат получил еще и второе среднее образование. И второе среднее образование в итоге защитил кандидатскую, мне кажется, уже и докторскую будет защищать просто от того, что а почему бы нет? Кто-то там, не знаю, в подъезде пиво пьет, А кто-то кандидатский а кто-то защищает. думает, давай-ка я докторскую еще защищу. Но я не могу сказать, что я сутками сидела за учебниками. Было, наверное, грамотное распределение времени, потому что нужно было еще успеть и в музыкальную школу. И... Но это двойная нагрузка ведь получается. Ну, ничего страшного, Так я там-то считаю, в что... удовольствие нагрузка-то. Конечно. Ой, не знаю. Ну, ты знаешь, 4 часа хор, стоишь, поешь, думаешь, быстрее бы эта распевка прошла, быстрее будешь что-нибудь петь нормальное. Надоело уже, да, вот Да. это? Зи. Да. Я не знаю, я не любила распевку, я понимаю, что это очень важно, тем более, ну, это же как мышцы, Да. пока ты не разогреешься, Да. лучше не стоит тягать железо. Вот здесь то же самое. Интересное сравнение, мне понравилось. Вот, ну, не знаю, что я не очень любила? Я не понимала физику. Вот Ну правда. то есть больше гуманитарный след, Ну, скажем так. конечно. То есть И я геометрия, любила- физика, химия, Вот алгебра. геометрия мне нравилась, но я ее потом перестала понимать, потому что, И она потому что тоже я понравилась. упустила там какие-то моменты. А алгебра, кстати, мне нравилась. Да, вот Тогда эти вот все-таки не гуманитарий, нет. не Ну, гуманитарий. вы знаете, говорят, что музыка — это та же самая математика, Да. если сравнивать с сольфеджио, поэтому я думаю, что это есть в этом какие-то родственные, наверное, связи. Но у меня по алгебре была 4, поэтому я была твердой ударницей, хотя до 7 класса была отличницей. А у нас вот сейчас есть небольшой сюжет тоже про юную. А коллеги, скажем так. Да, очень юные коллеги. Да, давай посмотрим. Давайте. Детская музыкальная школа в одном из районов Казани. Привычные звуки. Кто-то играет на фортепиано, кто-то постигает азы сольфеджио. А у этой ученицы самое любимое занятие – петь. Вы ее, конечно, узнали. Саида Мухамедзянова, финалистка 2-го сезона шоу «Голос дети». Конечно, после «Голоса» меня стали больше приглашать, и поэтому это, конечно, немного было сложнее успевать и туда, и сюда. Любовь к музыке проявилась у Саиды в 5 лет. В 6 она уже ездила с гастролями по городам и селам Татарстана. Выступала на благотворительных концертах. Свое первое выступление девочка вспоминает с особой теплотой. Ты просто поешь и представляешь, что зрители, это как игрушки. Вот. И ты для них поешь. Особого такого волнения не было в детстве, но с возрастом, когда ты уже начинаешь понимать, ты зрители, надо достойно выступить, тогда уже волнение, конечно, больше. Ей еще только 14, а она уже востребованная артистка. Но, как признается сама певица, формулу успеха она не знает, а звездой себя и вовсе не считает, просто занимается любимым делом. То, что я вышла в финал «Голос дети», это еще ничего не значит. Еще надо много учиться, трудиться, стараться, поэтому я особо просто не обращаю на это внимания. На вопрос, что для тебя главное в жизни, Саида, не раздумывая, отвечает: «Моя семья». Говорит, что без поддержки своих близких у нее ничего бы не получилось. Мои родители очень меня поддерживают, я им очень благодарна, это в первую очередь. Потом у меня еще есть маленький братик, старший брат, они тоже меня поддерживают. Во время «Голоса» они меня очень
очень хорошо поддерживали. В жизни, как и на сцене, Саида яркая, артистичная и невероятно трудолюбивая девочка. Она очень много занимается, постоянно проводит работу над ошибками и не устает самосовершенствоваться. О ее уникальном и редком даровании преподаватели по вокалу всегда отзываются особо. У Саиды невероятное качество, она умеет приковать зрителя своим пением, внимание зрителям умеет приковать. Когда она выходит на сцену, в каком бы настроении она ни была, что бы у нее ни случилось, да, грустная она, веселая, она на сцене полностью отдается своему пению, отдается зрителю. Сейчас у Саиды плотный гастрольный график, популярность и много фанатов. И все это она умудряется совмещать с учебой. Говорит, что для начала нужно получить образование. Когда у меня будет семья, муж, дети, и я буду бегать по концертам, это будет не очень хорошо смотреться. Поэтому я хочу получить серьезное образование, чтобы найти хорошую работу. О своей личной жизни артистка старается не говорить, а на вопрос, есть ли у нее друг, лишь смущенно улыбается. Может, другой вопрос? И в этой лучезарной улыбке, пожалуй, вся Саида. Вот про Саиду мы сюжет посмотрели. Это ведь детский голос. Ты прошла через взрослый голос. А вот мне интересно, ты своих детей бы отдала в такое шоу? Никогда, Это- вы что? Нет? Почему? Боже упаси. Почему? Да вы что, своего ребенка в такую историю? Нет. А что там за история? Нам вот интересно, как зрителям, потому Ну, что вы мы видим знаете- красивую картинку. Да, нас интересует бэкстейдж. Нет, я считаю, что нету разделения между детским или взрослым голосом по внутреннему ощущению того, что происходит. Но если взрослый человек готов к каким-то стрессам, да, когда человек может, благодаря своему жизненному опыту справиться с какими-то трудностями, тем более моральными, психологическими. И очень важно ведь, кто рядом с тобой. Я преклоняюсь перед талантом Саиды. Я ее очень хорошо знаю, она меня постоянно называет Эльмира апа. Вот. И она с достоинством выдержала все, так скажем, испытания голоса. И я думаю, что она очень взрослая по своему духу. Поэтому ей все так, якобы легко далось. Но она с этим справилась. Я, допустим, знаю многих детей, которые прошли тот же самый детский голос, и они себя ведут, будто, вы знаете, могу даже показать, у меня будет гример сегодня. Да ладно. А вы знаете, что я на благотворительных не пою? Прям вот так вот. У меня Красный ММДМС, пожалуйста, от зеленых и от желтых отделите. Практически. Я не могу сказать, что это поголовно, но... Уже? Получается, может быть, я, конечно, выскажу какое-то негативное мнение, но это мое, личное, что дети становятся некой разменной монетой. Родители начинают тупо делать деньги, бабло на своих детях. Отправляют их на корпоративы, они работают. Это хорошо, когда ребенок умеет с самого детства зарабатывать себе на хлеб. Но одно дело, как ты преподнесешь ребенку то, что он делает, подготовить его к тому, что через какое-то время этот ажиотаж пройдет, что Ребенок вырастет. Ребенок вырастет, в жизни будет столько всего. Это еще только начало. Понятно, что сейчас хочется экраны, везде человека зовут, востребован. Допустим, мальчики, ломка голоса, все. И не факт, что этот голос вообще сохранится. Возможно, он не сохранится. Но самое главное, чтобы, знаете, те же самые родители, желая сделать добро, не сделали бы хуже, потому что голос – это такой аппарат, но ты не сможешь туда залезть и проконтролировать какие-то процессы.
Допустим, мальчикам я знаю, что надо, ну, год-два точно отдыхать после того, Молчать. как... Тут корпоративы. А тут корпоративы, а тут елки. Ну, вообще, в принципе, ты советуешь родителям 3, а может быть 4 раза задуматься, прежде чем свое чадо отправлять на такого рода мероприятия. Я думаю, что нужно обязательно подумать, что ты будешь говорить ребенку, как ты его настроишь на это. Потому что если мы смотрим, как родители реагируют, господи, да неужели это самое страшное в жизни, что их ребенок не прошел на голос? Он жив, здоров, он талантлив, ходите на региональные, на международные конкурсы. Пойте дома. Ну, караоке, Нет, я конечно не же, знаю. хочется, чтобы ребенок, увидели. его талант был услышан. Амбиции? Амбиции, безусловно. Ну, у медали всегда 2 стороны. Поэтому я отношусь к этому очень серьезно. Своего ребенка я бы не отдала на такой телевизионный конкурс, если только бы ему исполнилось, ну, лет 15. То есть было бы некое 14-15. даже полуосознанное уже решение ребенка в Обязательно. том числе. Обязательно. Хорошо, Эльмира, а что бы ты изменила, если бы у тебя такая была возможность, ну, возьмем шоу «Голос»? В правилах, например, я не знаю. Ну, я думаю, что... Ведущих. Что тяжелее Шучу. всего далось вот, тебе, когда ты была участницей? Ну, вы знаете, когда первый голос проходил, это было все впервые для всех. Да, Для да. телеканала, для наставников, для участников. И атмосфера была совершенно другая. Мы пришли туда зелеными, простите. Ни у кого не было менеджера или администратора, или директора, или продюсера. Люди хотели просто донести, так скажем, то, что у них есть какой-то свой творческий потенциал, да, ну, просто попробовать, что это такое. И то, что было на первом голосе, не знаю, я бы честно ничего не меняла. Мне правила до боли ясны, и это нормальная история, соревновательный момент. Просто, конечно, очень сильно привязываешься к людям, потому что когда ты работаешь особенно в дуэте, в паре, ты, если ты действительно любишь свое дело, ты проникаешься и в музыку, и по отношению к своему партнеру, и душевно. И, ну, у меня, допустим, когда был дуэт с Гаяной, мы до сих пор с ней общаемся. Отличная певица, кстати. Да, у нее отличный проект, у нее потрясающий голос. И, честно говоря, когда меня поставили с ней в паре, я прекрасно понимала, что она, естественно, лидер. Я даже подумать не могла, что я могу дальше пройти. Я просто сделала свою работу, я получила удовольствие, хотя это был совершенно не мой жанр. Вот, но я благодарна, конечно, Пелагее, что они дали мне возможность раскрыться и в Как других раз вот ипостасях. о немножко наставниках хотелось бы Да, поговорить. нас как зрителей всегда этот Действительно момент ли очень наставник интересовал. можно назвать наставником? То есть такой, знаешь, как это в китайской философии шифу твоим становится? Или все-таки мы просто это видим как картинку, как Нет, некую это игру? 100%. Ну, по крайней мере, как у нас было в команде, мы до 3 часов ночи репетировали. Мы приезжали к Пелагее домой, мы думали над образами, мы примеряли различные, там, помимо там, платьев, туфель, какие можно фишки музыкальные внести. У нас был постоянно мозговой штурм. И Поля всегда приходила на репетиции готовой. Я помню, что она вышла очень недовольная и сказала: ребят, вы пришли на репетицию, а что ж вы не распелись-то? Я вообще-то к вам прихожу готовой, с готовым материалом. Оркестр ждет. И у нас было четкое разделение, что Поля на репетициях – это наставник. Как только прошел репетиционный процесс, ты можешь с ней обсудить все, что угодно. Ты можешь и пореветь, и поржать, и пойти, там, не знаю, в какой-нибудь суши-бар и покушать вместе с ней. То есть с детства-то ничего не изменилось. Во Да-да-да. время занятия Да-да-да. учитель Кстати, да. остается учителем. Да. Что это за слово «акция» от тебя такое, Эльмира? Акционер. А почему оно недодобрано? Почему оно недодобрано? А так же буковка тоже и можно. «г». Да. Я же экономлю букв. Все, пардон, хорошо. Экономичная я. Ну, я могу отметить, что Эльмир пока у нас явно лидирует. Точно. Серьезно? Да. Да, абсолютно точно. По сложности слов, которые мы сегодня видим Что-то у меня второй раз. миллионер, акционер. К чему бы это? Бизнес подашься. Ну, а почему нет? Я не знаю. А вот, кстати, опять-таки, по поводу голоса. Вот проект закончился, не было такого, что и куда теперь? Вот как после какой-то очередной из фабрик звезд, там уже там 15-я по счету, их выпускников, в принципе-то, никто больше и не видел. Вот здесь есть жизнь после проекта? Да, конечно, есть. Просто у кого-то она более медийная, у кого-то она более, так скажем, домашняя. В том отношении, что человек не может быть и не на экране, но у него может быть огромная бурная деятельность гастрольная.
Поэтому... Но вот Антон Беляев, по-моему, его очень хорошо все это выстрелил. И Ну, Антон Беляев, ну, допустим, Этерия Бериашвили тоже. Ну, вы немножко путаете первый сезон со вторым я сезоном. буду буквы тогда собирать пока. Ты лучше собирай А чем буквы. же они так сильно отличаются, первый сезон и второй сезон? Ну, смотрите, когда вы посмотрели, так скажем, первую часть кино, вы готовы в то, что будет вторая часть кино. У вас есть какие-то свои определенные представления, правила, и вы знаете, с чем вы можете пойти, ну, как бы на вторую часть. Поэтому люди, которые пришли на второй голос, соответственно, эти люди были, ну, на мой взгляд, более подготовленные в плане продвижения своего продукта вперед. Но они уже знали, что их ждет, им было Конечно. проще. Конечно. Если бы я, допустим, наверное, пришла на второй голос, я бы, наверное, тоже подготовилась и записала бы, наверное, какой-то еще авторский материал, и его бы более грамотно, наверное, продвигала. А когда мы пришли, ну что, первый голос, первый он и есть первый. Но, вы знаете, мне очень приятно, что все с такой теплотой вспоминают именно о первом выпуске. Мне кажется, он был самый искренний. Вот этот именно первый сезон. Согласна, потому что не было никакого двойного дна. Первым Это всегда точно. быть тяжело, но всегда почетно. Ну, да. А у нас сейчас есть еще один клип, еще один что ж сюрприз. такое-то? Да, у Ну-ка. нас сегодня прям вечер сюрпризов. Давайте Посмотрим. посмотрим. Эльмира Калимуллина, Сергей Лазарев, Нюша, Тимур Родригес. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and simple things, the host of my apology, I'm trying hard to take it back. So it's about the time for power closes, and I feel like falling down. I'll carry you home tonight. We die young.
bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Мурашки-то побежали, Вообще. побежали. И знаешь, Эльмир, вот мне, честно, не хватило твоего пения. Вот, может, ты нам сейчас споешь, а Петр, он тоже имеет непосредственное отношение к музыке, подпоет Правда, в случае что? чего, да. Мне, знаете, что очень нравится? Что как Эльмира все успевает. Она и мурашки по телу свои ощущает, когда идет видеонарезка, и подпевает, и тут же что-то комментирует. И я замечу, собирает очень У нас теперь хорошие еще слова. добавилось слово «функция» в Да. исполнении Эльмиры. Мне кажется, мы с тобой можем уже не играть, не догоним Нет, любого. Да все-таки я нет, постараюсь. надо играть, Я обязательно. постараюсь. Давайте. Что будем Просим спевать? песню. А вот вы вначале говорили, что песня, с которой ты начинала, и ты, кстати, ее тоже Вокузница. подхватил. Вокузница. Ну, Ты я- знаешь ее? Да, я ее, когда учился в театральном, я ее тоже пел. Серьезно? Во, просим. Отлично. Но я не очень хорошо уже помню и, собственно, Так ты мелодию, же и подпевать текст. будешь. Ну давай я «Вокузницы», первый куплет «Вокузницы». спою, а ты Да, давай. второй. А ты дальше второй придумай. Мими. А надо в камеру смотреть, нет? Я не знаю, мы можем в пляс даже, наверное, податься там, да, вот. А Я- давай на нас пока смотри, а там посмотрим, мы Ну разберемся. давайте. Мы зрители, где тут у нас, вот как обычно сейчас на концертах, всем- так вот всем с будем. живым Ну ладно, огнем. это частности, пора начинать. Вакузнице, вакузнице, вакузнице молодые кузнецы, вакузнице молодые кузнецы. Они куют, они куют, они куют, приговаривают, к себе Дуню приговаривают. Потрясающе. Всё. А вот ты как, Спасибо, как друзья, опытный спасибо. у нас уже участник «Голоса», возьмут Петра туда, как думаешь? Вокузницу, я Вокузницу, думаю, да. Наставником 100%. Ага. Да? То есть это когда сидишь спиной и слушаешь? Ну, почему бы нет? Мне кажется, люди, которые особенно знают, что такое театральная сцена, они уж точно могут почувствовать человека, потому что, ну, театральная сцена этого требует. Если ты не чувствуешь партнера, Все верно, да. Ну, Ничего это не как и получится. везде, и в жизни, и в творчестве, и в работе, наверное, тоже это действует. ну, особенно в работе, конечно, это... Точнее, то, что есть в работе, это очень помогает и в жизни. А вот Поэтому у с меня Петром еще такой справится. вопрос, как у слушателя. Сейчас очень популярно перепевать уже известные Ну, кавера, песни. как бы, да, да. кавера это называется. Набившее оскомину И слово. вот мне очень интересно, ты больше любишь перепевать и давать новую жизнь уже известной песни или исполнять что-то свое, то, что написано лично для тебя? То, что до этого Ну, еще никто не исполнял. Конечно, мне приятно исполнять то, что написано лично для меня. Это, мне кажется, нормально. А Почему? есть такие песни, написанные лично? Есть. Где диск приобрести? Ой, это вот Низамову надо сказать. Эльмир Низамов, есть такой композитор, мой друг очень близкий. Мы записали ряд песен уже, и вот на 30 августа в прошлом году, уже не в прошлом, Уже 2 в года назад, позапрошлом. да, ставили мы мюзикл, рок-оперу «Алтын Казан». И что, А, интересно. У нас очень много произведений, вот мы записали, мы все ждем, когда же у нас диск выйдет. И фотосессию уже мы сделали для диска. А диск все не выходит. Ну, Ой, это, всё наверное, там- какие-то организационные Ему надо интро процессы. дописать, он Ага, еще ну там вот. Но инструмент это же хочет. перфекционизм. Он хочет идеально, мне кажется, сделать-то. Ну, когда ты делаешь что-то свое, хочется всегда сделать все в лучшем было, да, варианте. блестяще. Лучше чуть-чуть подождать, но это будет то, что ты ожидал. Исправить всегда можно. А вот было желание, вот мы сейчас посмотрели с универсиады клип, там тут звезда, сям звезда, ты звезда, Ой. а еще с кем-то из наших известных, отечественных, А может, не отечественные. а может и не отечественных. А Хотелось может быть, спеть? даже из звезд, А может, и которые корова? были и, ну, может быть, их сейчас Ныне и нет. почивших, Ну, и допустим. ворона. Да. С кем бы хотелось спеть? Вот у нас такой вопрос. Живые, неживые, все. Ну, если говорить о дуэтах, ну, понятно, что на проекте довелось спеть с «Моральным кодексом». Чаев у нас был, с Пелагеей, конечно. Мы вот спели, есть такой Глеб Матвейчук, «Призрак оперы», мы с ним спели, у нас дуэт состоялся. Методия Бужор, тоже у нас дуэт. А с кем я хочу? Ой, я хочу с Бейонсе. Ух ты. Отличный выбор. Но это уже такая Но это цель. совершенно другая мечта.
Ну, вы знаете, нет ничего невозможного. Так что я верю, что это, конечно, не сама цель, но почему бы хотелось нет? Ну, бы. я бы очень, конечно. Ну вот в любом деле, наверное, самое главное это поддержка родных, близких. Кто сильнее всего поддерживает, болеет, кто больше всего нервов тратит, когда вот Мама, как-то? конечно, мама, безусловно. Кстати, еще по поводу дуэта, если говорить о музыкально-театральной истории, то это Константин Юрьевич Хабенский, это Гоша Куценко, это Тимур Родригес был. Михаил и Сергеевич есть. Боярский. Как Нет, вам? Боярский нет. Шикарный голос, шикарная Каналья. шляпа. фактура. Ой, я в детстве так любила смотреть «Трех мушкетеров». Пересмотрела, Ой, Гардемарин, видимо. это, наверное, один из самых моих любимых фильмов. Ну вот с ними довелось мне поработать. У Константина Юрьевича есть свой благотворительный фонд, и он в поддержку этого фонда сделал музыкальный спектакль для детей и родителей «Поколение Маугли», где мне довелось играть Багиру. Так что вот это... Ух ты. Мне кажется, Я удачно прям подобрана вижу, роль. идеально Да. подобрана роль. Идеально. Ильмир, такой вопрос. 3 песни, которые звучат в твоем плеере. Ну, понятно, что, может быть, плеер сейчас не используется, но вот образно вот так вот скажем. Я даже догадываюсь, Бейонсе там точно должна быть. Бейонсе 100%. Ну, если не брать Бейонсе. Если не брать Бейонсе, так, у меня Чичилия Бартолес стоит, ну, вообще ее диск, потом Адель и, ну, Майкл Джексон, понятно, Но это не обсуждается. ну, да. И, ну, мне очень нравится Элла Фицджеральд. То есть у меня... То есть такой, как сказал бы Фред Дёрст, old school. Yeah. Немножко провокационный вопрос. Я даже представляю, как ты на самом деле на него ответишь. Я уже предвкушаю подготовлюсь. твой ответ, но все же. Ради чего ты оставила бы сцену? Ради детей. Я так и Вы не знал. ошиблись. Я так и знал. Прекрасный ответ. Кроме семьи ничто не заставит вот сказать, устала, не хочу, не буду, все. Ну как, я на какое-то время оставлю сцену, возьму детей в подмышку и пойду вместе с ними на сцену. Замечательно, вариант, прям да. семейный подряд. Ну, для меня, правда, одно из самых главных в жизни – это семья. Я воспитана так, я до мозга костей, до всех там структур ДНК убеждена в том, что для женщины самое главное, чтобы был рядом ее любимый и любящий муж, и, конечно же, дети. Вот давай еще дальше вперед заглянем. Вот мы Давай. немножко вперед заглянули, детей увидели. Через 20 лет какой ты себя видишь? Где ты? Чем ты Смотри, сколько занята? мне. С математикой у нас у всех Нет, не это очень. нормально, это Мне нормально. кажется, мечты стали расти в геометрической прогрессии, так прям в глазах Это появился еще больше точно, блеска. точно. Так, я хочу дом у океана. О, Да. Ну, у меня будет 100% 3 детей. Ого. Не буду говорить, кто. Ладно. Вижу большой дом. Посреди холла стоит белый рояль. Собирается много друзей. Но сейчас хрустального шара здесь вот не хватает. Вижу Я большой вижу, дом, вижу. вижу белый рояль. Ага. Ну, мне так хочется представлять это, что дома пахнет именно каким-нибудь там балеш, может быть. О. Я думал, сандалом. Почему? Балеш лучше, чем сандал, поверь, Петь. В другой комнате пусть сандалом пахнет. Ну, нет, это я тоже люблю всякие благовония, В другой штучки, комнате свечки. треугольниками. Вот. Вижу, что все такая красивая, сижу около рояля, пою, бегают детишки, а может быть уже... Уже очень даже так. Уже внуки, наверное. Ну нет, Да ты внуков что? это Подожди, рано. нет еще. 20 Я же лет. говорила, плохо у меня с математикой. Мушкетеры 20 лет спустя у нас получается. Ну, дом, полная чаша, любимые, близкие люди рядом. И обязательно... кстати, еще вижу, что стоит такая вот тумбочка, где мои награды. Грэмми, Оскар. Большая сцена-то через 20 лет в твоей жизни есть? Дом мы увидели, рояль. Или, может быть, собственный лейбл, продюсерский центр. Я, кстати, думала о том, что было бы, конечно, здорово создать некий, ну, может быть, не продюсерский центр, но студию, может быть, школа, которая помогает детям, у которых нет возможности обучаться в музыкальной школе, у которых нет возможности работать с микрофоном, но даже просто скачать фонограммы с интернета.
что то есть они могут. одаренные дети, которым вот нужно помочь. Да. Некая благотворительность такая. Да, мне бы очень хотелось, потому что мне бы хотелось набрать высококлассных профессионалов, потому что когда ты посвящаешь свою жизнь, свой голос педагогу, ты посвящаешь свою жизнь. Тебя могут сломать в 2 счета. И я сама на себе это испытала, знаю, насколько это тяжело, когда у тебя нет голоса, когда ты понимаешь, что ты без этого жить не можешь, и приходится преодолевать какие-то трудности, но... Короче, хочу, чтобы всем было хорошо, создать центр, где не Всем только будет дети, но и взрослые могли бы реализовать свои творческие потенциалы. Ну, вот мы видим, что ты человек очень целеустремленный, цельный, сильный, при этом добрый. А вот интересно, Открытый. открытый, кстати, да. А вот интересно, какая ты еще? Что про тебя друзья близкие говорят? Ой, я вот сейчас только по телефону разговаривала, я говорю, хочу прийти домой и просто взять тарелку и разбомбить ее. Что? Не, у меня А бывает так сразу такое. не скажешь. Вот мне тоже говорят, мне иногда говорят, вы знаете, Эльмира такая высокомерная. Я говорю, Да. почему? Вот я бы не подумала. Ну, понимаете, я иногда плохо вижу. То есть вот этот ленинский прищур люди воспринимают Типа, как... да, что-то в этом роде. И когда, как у меня тетя говорит, ну что ты, поляну не видишь, что ли? Ну, не вижу я. Я иду, мне не важно, что надето на человеке. У меня какие-то свои мысли. Я думаю, как спеть тот или иной звук, или еще какие-нибудь там у меня придумки. И вот я иду, и я не вижу. Я могу не поздороваться. Люди добрые, и простите люди меня ради думают, Бога, да, если да, я кого-то да. не замечаю. Я даже своим близким теперь говорю, подходите ко мне и говорите, я купил новые ботинки, посмотри и оцени. Я постригся. Вот у меня есть такое. Ну, правда. Ну, вот я такая иногда не И собранная. я еще могу сказать, что ты человек очень увлекающий. Мы вот с Петром поняли, что да не до игры. Интересно, ну хочется да, смотреть. Не знаю, Потому девчонки, что- я слово рентген составил. Ах между ты прочим. ж, Я- опять схитрила. А я знаю свое дело, делаю и делаю. То есть это я тут так Но увлекаюсь. Эльмира, на самом деле, действительно, в фаворитах, Да я 3 слова только составила еще. Зато каких? но слово «функция». А еще я знаю слово диффузия. Бог ты мой. Все. Это Бог все ты брат. мой. Это все Эльмир, брат. такой немножко философский вопрос. Давай. Мечты сбываются? Фу, конечно. А то. Философский вопрос, философский ответ. Очень. Не только сбываются, нужно обязательно мечтать. У меня, кстати, точно. У меня раньше, вот надо сейчас еще тоже сделать, был такой, как это называть? Ну, не макет, нет, как Лист желаний. Да, ватман, да, куда я там вырезала все это. Все сбылось. Да? То Так, есть работает. сегодня же Материализация начинаем мысли. вырезать. Это 100%. Сейчас нужно мне вырезать всякие Грэмми, Оскар. Оскар. Вот, кстати, А почему бы мне нет? кажется, вот мы с Петром сошлись во мнении, что в кино тебе было бы замечательно. У тебя и Были внешность, предложения, кстати, да, какие-то? Слушайте, а какую мне роль? Вот просто. Вот как вы думаете? Ну, какой жанр? Королева. соглашусь. О. Кстати, а вот девушка Бонда, мне кажется, была бы великолепна. Такая вот, не такая